5 лет в поисках работы в редакцию нашего телеканала обратился 25-летний Михаил Чекуров. Он инвалид второй группы и уже много лет мечтает найти работу. Готов он взяться буквально за любое дело. И мы, телеканал Якутия-24, в рамках акции «Добрый февраль» постараемся помочь Михаилу. Репортаж Анастасии Кобызевой. Вот так на протяжении уже 5 лет Михаил Чекуров приходит в Центр занятости города Якутска. Герой нашего сюжета – инвалид второй группы. Найти работу ему помогают и специалисты, и родственники, но пока все безрезультатно. Трудоустроиться человеку с ограниченными возможностями здоровья по-прежнему сложно. Не каждый человек готов взять на работу именно такого человека, как меня. Очень трудно его научить. Но Миша не унывает. По специальности он оператор электронного набора и верстки. А еще у него есть хобби. Он ведет канал на YouTube и рассказывает своим подписчикам о новых фильмах. К слову, зрителей уже достаточно, более 500 человек. На вопрос, с какой бы он хотел получить работу, с улыбкой отвечает. Естественно, появится тебе год, думаю, у президента хотел бы. Это мои фантазии, а так любая работа. Но, как показывает практика, спрос на специалистов с ограниченными возможностями здоровья небольшой. Причин много. Основная – для таких сотрудников нужно создавать особые условия работы. В Якутске, например, в прошлом году в Центр занятости обратились порядка 450 человек с инвалидностью. Трудоустроить удалось лишь половину. Мы активно пытаемся просить наших работодателей, чтобы они применяли механизм квотирования, исполняли его и трудоустраивали тех граждан, которые не могут в обычной конкурентной борьбе быть такими же полноценными участниками рынка труда, как обычные граждане. В Центре занятости говорят, что Мише подошла бы работа, которая предполагает выполнение простых функций, например, курьер. Несмотря на все его трудности, он очень исполнительный и очень честный и ответственный человек. Потому что такие качества, они действительно ему присущи, и он может работать и выполнять работу, которая ему поручена. Мы очень надеемся, что после просмотра этого сюжета Мише наконец поступит предложение от работодателя. Он, как и многие другие люди с ограниченными возможностями здоровья, хочет, чтобы в нем видели не инвалида, а специалиста. Анастасия Кобызева, Георгий Григорьев, Якутск.